Эрс Михайлович, вот мы в беседе упомянули Санкт-Петербургский государственный университет. И второй вуз – это университет Востока в Москве. Вот вы сказали, что надо бы туда обратиться. Вот, скажем, в данном случае университет Востока, он, наверное, готовит дипломатов для Востока. А здесь как раз, может быть, возможно, и нужны этим дипломатам эти языки и эти знания. То есть, если тут ведь речь не просто поверхностные знания о народе, о культуре, а здесь плюс, наверное, еще будет легче, зная эту письменность или проходя эту письменность в своих образовательных, так сказать, действиях, они лучше будут постигать чужой язык. Так? Да, так они будут лучше проходить. И притом углубятся в забытый язык хунну и могут уже читать благодаря моим изысканиям по языку хунну, углубиться в него через чувашский язык и познать историю чувашского языка. И через чувашский язык могут эти студенты войти и постичь тайны китайского языка, старокитайского языка и других языков, синно-языков и языков и Индокитая. Индокитая. А вот скажите мне, вот китайские знаки письменности, вот они в тех передачах, которые мы у вас снимали, я так понял, что сами китайские все свои знаки, символику, они расшифровать не в состоянии. Они помнят как символ, как знак. Да. А глубину вот этой философии, распознавания и расшифровки они не понимают. Китайцы и китайские студенты и ученики изучают китайскую письменность, китайский язык как иностранный язык. И читают тоже так же, изучая иероглифы. Они знают, что иероглиф такой-то, уже, например, человек. Син. Да. Вот знают, но что означает дальше, не знают. Уже не могут расшифровать, не могут перевернуть, не могут это самое. А чуваши, благодаря хунскому языку или хунны, благодаря чувашскому языку, могли переворачивать этот знак, как и другие знаки, и читать, войти вглубь. Вот, а те ученые китайские, которые жили в те времена, они могли это читать, и могли переворачивать, и могли углубляться в знания. А чтобы углубиться в знания письма китайского, нужно было много-много лет изучать эти знаки. А хунну эти писали письмена уже на своем языке при посредстве 3 букв, 3 знаков, вернее. Черта, линия, вот. Дальше столб, вертикаль и волна, вода. И 4-й знак добавляли это точку. Точка означала Вселенную, весь мир. Это макромир означало. Или второе
означало микромир. Мгм. Значит, точка, она как игольное ушко. Мгм. Туда все входило, оттуда все выходило, и все распространялось. То есть слово, сейчас тут немножко я отступлю. Дело в том, что слово точка на чувашском панджа. Пойдем. Панджа. Шаг самагах. То есть это слово, оно есть на языке узбеков и других народов, и они его также обозначают панджа. Да, так. Панджа. Так же. Чувашлабирим панджа, взянь панджа. Пойдем. Аплавулзан шагасым ахын пілдережі. Пачах чувашилги философинче урухла. Кала анланове. Кала же шилеря. Русский язык точка ничего не означает. И точка я не знаю, на каких еще слов это языках существует. Но панча, терек, халгин чергинче, ну, энергии самах. Энергия самах. И панчево. Види эльхис. Уже самах. Вол. Панджиран. А в Алдарах. О, расположи, а в Алдарах. А расположень. Расположень. Сазра. Тухно. О. И. У. Вот. А чан авалги синзем знаки ляска, ак сина беличу пиничу кайова, акол паджа, кунда калана панча. Панджа. И у них в Индии. Ага. Зачем? Сина беличу кайова, все аж сам неандерталицем калана панча. Вот, а Шаунатан Тарзан, Черкши зембя, мен зембя. Тугать, шваш, самахи, панча, понча. Шеклеза дугать его. Вот, мне ляска. Ляска, вол Франции резербе калача. А капа и бер ласка тикими булдарапа. Ласка. А вот, Эрс Михайлович, вот такой каверзный вопрос. Мы все говорим чувашский, чувашский, чувашский. Вот иной зритель с презрением так отнесется, что мол, весь мир образовался от чувашей, и, конечно, это будет глупость. Мы, наверное, немножко должны отступить и сказать, мы слово чувашское произносим не с тем условием, что это миллионы лет назад или 10 тысяч лет назад, что был само название народа чуваш. Или был? 10 Вот 10 тысяч лет назад. назад Был ли народ? слово чуваш и как название народа было. Был. Это в Индии. Это я уже расшифровал и дал в одном из писаний. Вот. Ариана. В книге Ариана. То есть нас могут упрекнуть, что, дескать, вот весь мир от чувашей произошел. Пусть упрекают. Русский язык, о русском языке Пушкин еще, Александр Сергеевич, говорил, сидя среди своих поэтов и друзей, говорил, а что мы не говорим на своем родном языке, на чувашском? Все по-русски, все по-русски. Ведь русскому-то языку-то, как и говорится, мы русский язык знаем с поэта Державина. Ну да. Вот так. Ну, русский язык-то, конечно, Он древен, но не русский, подмявший, а словенский язык. да, подмял который все народы от современной России, и каждый народ носил в себе
свой диалект, и он вобрал в себе все диалекты, и пришло время, сейчас не помню эту секунду, была конференция или что-то такое, профессоров научного мира Русской Академии, и где поручают Владимиру Ивановичу Далю собрать великорусский словарь, так называемый словарь Даля, о котором мы сейчас говорим. И это нам все понятно. И вот, я не знаю, словарь Даля раскрывает ли слово «чукмар» на русском языке, что означает. А на вахте как-то у меня было замечено. Тверской области парень рассказывает, как у них там кедрачи растут, и кедрачи сбивают орешки с кедра. А мы, говорит, берем чукмар и чукмарями хлопаем по кедру, по тыну, чтобы сбить шишки. А я говорю, я вспоминаю, как у нас в Сургуте, когда я жил, на вертолете подлетали и сбивали, трясли кедр. Вертолет зависал и тряс кедр, и шишки все падали вниз. А он говорит и произносит слово чукмар. Я говорю, а что такое чукмар на твоем языке? Он и говорит, деревянный, и обрисовал, как он существует на чувашском языке. Я говорю, вы же не чуваши, это, говорю, наше чукмар, чувашское исконное слово. И мы знаем, что такое чукмарь. Мы сваи забивали деревянные чукмарями, а у них-то в русском языке язык сохранил. Вот это исконное древнее слово значит тверчане. Или как русские истории означают, вот они были твердынями на границе Москвы и врагов. Стояли как твердыни и назвали их твердью. Может, это и так, но тверчане, простите, наполовину получается чуваши, если исконно не чуваши. Если не переселенцы, после завоевания Волжской Болгарии, если Иван Грозный их не переселил туда, отсюда, с Волжской Болгарии. Да, так. И они переселенцы, и в то же время коренные жители, ибо царствовала Кая, чувашского царя. Это до 1000-х годах до нашей эры, по нулевой год, весь север был заселен или, как говорится, освоен чувашеязычными семействами, которые переселились или прибыли из Енисея, Приобской долины, север. Через Печорские, наверное. Да, через север. Печорский. Да, вдоль побережья океана. Как финно-угры пришли, вот, скажем, северные народы. И притом они здесь заселились повторно. Пришли к своим сородичам, которые 17 тысяч лет назад переселились из Карелии, а в Карелию пришли из Гренландии, а в Гренландию прибыли из мест, где ныне озера Онтарио, Великая, оттуда из Трехозерья. Оттуда еще ранее через это самое попали в Аргентину. Из Аргентины, вот эти самые Аргентина. Из Аргентины, Бразилия. Вот. А дальше уже с острова Пасхи прибыли и со стороны Антарктиды. Антарктида в то время была, как говорится, зеленая страна.
как зеленой страной являлась Африка. Это пустыня Сахара. Сахара. Вот как история вот эта круговая была. Да. А если дальше идти, 37-е тысячелетие, то можно оказаться с чувашеязычными людьми в Австралии, на востоке, центральной и западной. А дальше уже в сторону Явы уходят корни. А дальше уже мифическую страну Му или Ма. Ама Серживе. Вот так. А это, значит, здесь повторно заселились и сейчас живут тверцы. То есть мифически это страна Му, которая в Тихом океане. До Атлантиды еще. Да. До Атлантиды страна Му, которые говорят Му. Да. А под этим Му мы ничего не понимаем. Это, скорее всего, Ма, да? Ама. 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 А почему Ама? Праматерь. Да. Праматерь. Праматерь народов. Праматерь. Род. Да, народов мира. Это праматерь. От них остались 5-6 знаков. Эти знаки я, по-моему, осветил где-то в письменах Хунну, еще где-то. Потому что мною написано 119 наименований книг на эту тему. И в 2-3 это Ма блуждает. Ама Серживе. А Му это назвали английские исследователи. То есть их перу принадлежит Аму, вот это так получается. Да. И отсюда сокращенно Му. Мы же как повторяем. Да, мы повторяем. Мы повторяем чужие знания, когда свои знания мы не можем, да? Да, вот, мы не можем. Вот, я пробрался к этим своим знаниям через чувашский язык, и притом через письмена, письменные знаки, оставленные нашими предками, да, и нами забытые. Вот, и можно сказать, что отныне, с этого года, в наступающий год мы вступаем со своими письменами. Древними, то есть, которые забытыми нами, и со своим языком. Со своим языком, который именно нам принадлежит. Да, который чувашский, современный чувашский язык, который во все времена был. Который во все времена был, этот язык. И при том, сейчас скажу еще, где она. То есть само название чуваш, он мог и не быть, но язык-то был во все времена. Язык был, наш язык, перечили полно. Вот. В книгах современных изданий чувашских есть слово сувары. Сувары, булгары. Это все производные, как и говорится, все убирает слово чуваш. Чуваш – это не народное название, хотя и народное. Это общеплеменное, общенародное название, как название русский. К русским сейчас относим чуваш, мордву, к русским относим финно-угров и всех там. Финно-угров всех. Вот
Вот так же. А раньше чуваш. И То есть, если мы говорим такие слова или фразу «чувашский мир» да, с собственной философией, как мир культуры мир и развития, то есть он предполагает не просто народ, и не просто там, а Сообщество. целую философию, да, государственность, там, государственные. А раньше глубиной, Да, древность уходящих времен, знания. вот это самое о древности. Вот я взял книгу, как его называют, Аримасов, что ли. Алмантай, по-моему. Как это? Алмантай, да, свар, Булгарзин, Да. культуре. Здесь, в этой книге, слово «чуваши» отрицается. Все слова, которые здесь есть, фамилии и прочее, они, оказывается, суварские. А сувары – это одно из племен многоплеменного союза. Да. Вот это самое. То есть ошибочное мнение толкует неправильно, получается. Не столько толкуют, а сколько утверждают уже. И утверждают на уровне нашего правительства. Вот. И это поддерживают Чебоксары, правители все. Вот эта книжка вышла. Она вышла-то правильно, конечно. Можно было. Но слово «чуваш» надо было уже трактовать немного шире. Вот. А так, ведь к чувашам относятся не только болгары, балкары, там караимы, казахи, киргизы, тувинцы, алтайцы. Они все из чувашевского лона вышли. Вот. К чувашам, к чувашам принадлежали хунны, ху. И это нести свободно можно китайцев, древних китайцев. Потому что современные китайцы, вот, они не знают своего китайского языка. Скорее всего... Это древнего. А современный китайский язык – это просто сплав тоже. Как и сплав чувашский. Это чувашский язык. И, наверное, свою историю-то они скрывают, скорее всего. Скрываются. Да, они и будут скрывать. Они не позволяют своему коммунистическому народу познавать глубину познаний. Они-то это элите дают все знания. Хочешь учиться, учись. Но в то же время познай знания. Это начальной школы, чтобы более-менее читать письма, писать письма. И совершенствуйся, чтобы знать и читать в совершенстве. Это в совершенстве газеты центральные. Вот. А дальше уже они изучают и древнекитайский язык, изучают и живут по правилам мудрости. Вот. Книга мудростей китайская. Ну, тут уже все сказано.
всех мыслителей Китая. И каких веков это объединяет книга? Сколько тысячелетий? Ой, книги знаний примерно 2,5, так, 5,5 тысячелетий. 5,5 тысячелетий накопленного опыта, мудрости народной. То есть это даже глубже, чем Конфуция, наверное, знание.